Парламент Абхазии внес изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях. Теперь статус заслуженного работника связи будут получать граждане, проработавшие в сфере более 15 лет. Также в республике вводится почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия». Данная мера направлена на признание особых заслуг дипломатов в реализации внешнеполитического курса страны. Следующим вопросом депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения работников органов внутренних дел, денежного довольствия и социальных гарантий работников. В нынешнем году средняя заработная плата сотрудников внутренних дел достигнет 46 тысяч рублей, рост примерно в 55%. Программа повышения продолжится в 2027 и 2028 годах. 95% расходов берет на себя российская сторона. Доля финансирования из бюджета Абхазии составит 5%. Далее депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов за 2025 год 6 внебюджетных фондов. Доходы фонда за 2025 год составили 351 миллион. В процентном выражении 91%. Расходы фонда за 2025 год составили 343 миллиона 759 тысяч. В процентном выражении 89%. Остаток средств на конец года, то есть на 1 января 2026 года, составил 13 миллионов 500 тысяч рублей. Исполнение бюджета характеризуется сбалансированностью дохода и расходов, отсутствием дефицита и обеспечением финансирования всех предусмотренных обязательств. Если мы переходим к расходной части, значит здесь, во-первых, и по мобилизации задолженности тоже большая сумма, примерно 60 миллионов. Значит, то, что учтено, это самые долги организации перед фондом репатриации. И хотелось бы по расходной части тоже отметить, что более детально надо анализировать исполнение бюджета. Вы выходили с просьбой о внесении изменений в закон о бюджете внебюджетного фонда репатриации в парламент. Они, значит, утвердили увеличить расходы на ЭКО примерно до 50 миллионов вы довели, а вы исполнили только 29 миллионов. Зачем надо было, значит, выходить в парламент об увеличении, если вы не исполняете основные параметры? А, кстати, куда эти деньги? Вот мы на ЭКО что перевели деньги. Они потрачены были в декабре? На ЭКО что перевели деньги? Потрачены, они не было ни одного заявления, я не мог их потратить. Я сейчас не помню. Да. Почему тогда мы в декабре, это не ваша вина, я же знаю, вам сказали, вы перевели хорошо. Когда инициатором был кабинет министров. Да, ну мы что, не знали, что за 10 дней они физически это не освоят? Ну мы думали какие-то... Не, мы-то да, не к нам вопрос. К тем, кто ему сказал, а давай туда переведи эти 20 миллионов, которые, зная, что они не освоятся. Фонд репатриации создан с целью реализации государственной программы. Программы нет, то есть с какой целью функционирует фонд вообще концептуально. Есть программа, которая утверждает какой-то план, и потом этот план не выполняется, то как-то нужно рассматривать это в процессе взаимосвязи, потому что конечный результат мы видим, что потом что-то не получилось, там что-то не доделали, а кто мешало проработать этот, почему мы, это не имеем права, да, мы в том числе, да, конечно. Да. Я за это говорю, в будущем, или вот механизм заложить, чтобы просматривались такие вопросы именно в процессе того, что другие будут здесь находиться. За 2025 год поступление доходов Дорожного фонда при плане 160 миллионов составило 149 миллионов рублей, а расходы фонда 141,9 миллионов. Средства Дорожного фонда направлялись на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. В планах у фонда на 5 миллионов 200 тысяч рублей осуществить ремонт республиканской трассы. Также в этом году от Сухума до Псу планируется нанести свежую разметку. У нас всегда будет дефицит. Мы стараемся из всего этого выбрать самое необходимое, самое неотложное. Вы повторите, какие вы доходы получили за прошлый год, сумму назовите?
141 Ну, миллион. за 141 миллионов содержать дороги в нашей стране мы и на комитете обсуждали, друзья, мы должны формировать бюджет этого фонда с совершенно других цифр. Да, вы абсолютно правильно говорите. Инициативы были со стороны руководства этого фонда. За те деньги, которые не получают, решить вопросы, которые у нас с дорожным покрытием в стране, перекрытие эти, мы знаем, мы из года в год это обсуждаем, но эти средства явно, вы правильно говорите, Из 12 вопросов депутаты рассмотрели 8. 4 были сняты с повестки дня. Нала Чхиндирия, Константин Парулова, Рада Гвинджия, Абхазское телевидение.